Следующее слово предоставляется Баканову Аспеку. Уважаемый суд. Если вкратце быть причиной в отношении ходатайства Куланбекова, причиной его обращения в Конституционную палату является тот факт, что в рамках гражданского судопроизводства, как выше было указано, во всех трех инстанциях ему было отказано в удовлетворении его исковых требований. И последнее решение Верховного суда от 11 января окончательно поставил точку в этом вопросе. По последнему обсуждаемому вопросу, по выступлению Центра судебного представительства, я вкратце обозначу. Этот сумбур вел сам истец во время рассмотрения в Первомайском суде. Нам был судьей задан вопрос: вы в какой части обжалуете? То, что вас вывели в распоряжение кадров, либо увольнение? И он там запутался и ввел судью в заблуждение. Поэтому это и пошло потом отражением в решении суда. Это по последнему вопросу я просто. И в этой связи необоснованность и противоречивость требований, изложенных в ходатайстве, подтверждается следующими обстоятельствами. По первому вопросу ходатайства в отношении права на свободу труда, да, уже высказана позиция представителя Джугурку Кенеша, правительства, Центра судпредставительства. И в этой связи, если вкратце, доводы относительно несоответствия указанной нормы Конституции, части 3 статьи 42, необоснованно в связи с отсутствием какой-либо правовой и смысловой взаимосвязи между ними, направленной на регулирование несхожих правоотношений. Так, в отношении доводов о том, что основание и порядок освобождения граждан от несения военной службы или замены ее альтернативной службой устанавливается законом, отмечаем, что да, действительно, данная норма предусмотрена частью 2 статьи 56 Конституции, однако она прежде всего регулирует порядок предоставления отсрочки и освобождения от несения военной службы, а не порядка увольнения, как указывает обращающаяся сторона. То есть отсрочка по семейным обстоятельствам, освобождение в связи с негодностью к военной службе и так далее и тому подобное. Так, по доводу, что основания увольнения военнослужащих должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась возможность учета причин, условий и обоснованности их увольнения в целях гарантии определенности в правовых последствиях такого увольнения. Также несостоятелен, так как абзацем 1 части 1 статьи 31 Закона о всеобщей воинской обязанности конкретно установлено, что увольнение военнослужащих производится в соответствии с положениями. То есть в этом случае мы можем отнести положение, утвержденное постановлением правительства за номером 185 от 2011 года. Отсюда это вытекает из того, что в реализацию, в преамбуле постановления самого указывается, что оно разработано в реализацию статьи 28 вышеуказанного закона, о том, что порядок, который регулирует порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту. Вместе с тем, пунктом 2 самого положения установлено, что прохождение военной службы по контракту включает в себя не только вопрос назначения, присвоения воинских званий, назначения на должность, аттестования, но и вопрос увольнения с военной службы, в соответствии с которыми законами и данным положением определяется служебно-правовое положение самих военнослужащих. И поэтому в пунктах 186 и 187 вышеуказанного положения основания увольнения военнослужащих конкретизированы соответствующими нормами в реализацию закона, которые носят исчерпывающий характер и не подлежат широкому толкованию. Так, по доводам со ссылкой на статью 1 Закона о статусе, о том, что никто не вправе лишить военнослужащих и членов семей каких-либо прав и свобод и ограничить их правах, не иначе как с Конституцией и законами, и также части 3 статьи 5 Конституции, что государства и госорганы не могут выходить за пределы, за рамки полномочий своих, предоставленных полномочий.
По опровержению отмечаем, что частью 1 и 2 статьи Закона о статусе военнослужащих установлено, что статус военнослужащих определяется совокупностью прав и обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных Конституцией, изданным на основе них законодательными актами, в связи с чем они пользуются правами и свободами граждан с ограничениями, обусловленными условием военной службы. Также часть 4 этой же статьи закона устанавливает, что ограничение общих гражданских прав, предоставление военнослужащим дополнительных прав и возложение дополнительных обязанностей, обусловленных условием военной службы, определяется в рамках этого закона, общевоинскими уставами и другими актами законодательства. Но обращающийся не упоминает часть 2 статьи 20 Конституции, которая устанавливает, что ограничения в правах и свободах человека и гражданина могут быть введены с учетом особенностей военной и иной государственной службы. То есть доводы о несоразмерности установленных законом оснований увольнения при соблюдении принципа свободы труда считаем неуместными, учитывая, что каждый гражданин при заключении контракта для прохождения военной службы знает и осознает особую ответственность, возлагаемую на него в связи с приобретением статуса военнослужащего. И в этой связи правительство, исходя из полномочий, предусмотренных статьей 10 Конституционного закона о правительстве, в части осуществления мер по обеспечению обороноспособности, национальной безопасности и правопорядка, а также обеспечению законности прав и свобод граждан, после принятия соответствующего закона в целях реализации положений его и в отсутствие специального указания на то в законе, может издавать нормативно-правовой акт в форме постановления. И в этих случаях применяются различные формы конкретизации требований соответствующих закона. В этой связи считаем, что госорганы и их должностные лица в рамках исполнения требований Конституции не выходили за рамки возложенных полномочий. Вместе с тем, должностные лица в случае установления факта злоупотребления либо превышения своих полномочий, согласно статье 39 Закона о всеобщей воинской обязанности, несут ответственность за несоблюдение требований данного закона. То есть исключается любая возможность руководства госорганов, в том числе по своему усмотрению, увольнять военнослужащего. Поэтому безосновательный довод о том, что формулировка по иным основаниям имеет широкое толкование и может предоставлять неограниченные полномочия должностному лицу по вопросам увольнения по своему усмотрению. В случае отсутствия других оснований, предусмотренных статьей 31 Закона о всеобщей воинской обязанности. В отношении довода относительно дискреционных полномочий. Должностное лицо, наделенное определенным полномочиями дискреционного характера, не свободно в выборе того или иного решения, поскольку помимо рамок усмотрения, оно должно руководствоваться определенными критериями, установленными законодательством по принятию соответствующего решения, в том числе по вопросам увольнения. Вследствие этого любое властное полномочие не может интерпретироваться как право уполномоченного лица, так как возложенные полномочия представляют собой неразрывное единство прав и обязанностей, так как в случае отказа от реализации или неэффективного исполнения полномочий наступает соответствующая ответственность. В связи с этим увольнение по иным основаниям, по сути, не может являться дискреционной нормой, так как с учетом статьи 28 Закона о всеобщей воинской обязанности к таким основаниям относятся также нормы вышеуказанного положения о порядке прохождения по контракту, утвержденного постановлением правительства, которое само входит в совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения. Так. Тем самым правительство в реализацию возложенных Конституцией законом полномочий, помимо установленных частью 1 статьи 31 Закона о всеобщей воинской обязанности, оснований увольнения, в рамках вышеупомянутого положения уточнил формулировку по иным основаниям, куда вошли помимо утраты доверия, а также в связи с выходом из гражданства, с принятием гражданства, подданства иностранного государства и в случае избрания или назначения на должность, несовместимую с военной службой, без оставления
И поэтому считаем необоснованными эти доводы. Так. Вместе с тем, здесь же хотелось бы отметить, что военнослужащие, обладая одинаковым правовым статусом, как ГКДО, ГКНБ, МЧС и так далее, имеют определенные различия, связанные со спецификой прохождения срочной военной службы и по контракту офицерским составом и прапорщикам вооруженных сил в соответствующих госорганах Кыргызской Республики. Так, в отношении доводов в части процедуры принятия проектов НПА, здесь представитель Министерства юстиции уже более подробно рассказал. Наверное, не будем останавливаться. По доводу, что увольнение по утрате доверия является ограничением на право прохождения военной службы. Как уже выше отмечалось, к иным основаниям следует отнести поправки в вышеупомянутое положение относительно полномочий руководителя ГКНБ по увольнению в связи с утратой доверия, которые были внесены первоначально при непосредственном участии самого обращающегося в бытность его руководителем подразделения, правового подразделения ГКНБ в октябре 2014 года и уже усовершенствован уже в декабре 2016 года. Тогда он был уже в распоряжении кадров. Необходимость внесения поправок по пункта 6.1 была предусмотрена пунктом 1 раздела 4 внедрение механизмов самоочищения правоохранительной системы, комплекса мер по реформе системы правоохранительных органов, утвержденного указом президента в июле 2016 года номер 161. Если вкратце, то это касалось внесения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие правоохранительную деятельность, оснований для увольнения сотрудника правоохранительных органов в связи с утратой доверия. В этой связи особую актуальность данный вопрос имеет для органов ГКНБ, которые с учетом специфики своей деятельности являются практически постоянным объектом для иностранных спецслужб, террористических организаций, экстремистов, ОПГ, наркобизнеса, коррупции и других элементов, преступных элементов. И в соответствии со статьей 17 Закона об органах национальной безопасности, сотрудники ГКНБ, являющиеся военнослужащими, проходят военную службу на основании общевоинских уставов вооруженных сил и других НПА, регулирующих порядок прохождения воинской службы, пользуясь правами и льготами, установленными для военнослужащих. Вместе с тем, оспариваемые нормы не являются императивными, так как речь идет только о возможности увольнения по таким основаниям. Перед увольнением проводится, соответственно, служебное расследование, об этом уже было выше обозначено. И в этой связи считаем необоснованным доводы, обращающиеся об имеющихся противоречиях между нормами упомянутых нормативных правовых актов, а также ссылки на абзац 2 части 2 статьи 20 Конституции. Так, более того, в соответствии с пунктом 24 статьи 13 Закона об обороне и вооруженных силах, полномочия правительства в области обороны отнесено определение порядка прохождения военной службы. Это как бы подтверждение, что в законе о всеобщей воинской обязанности ссылается на положение. Тем самым указанное обстоятельство свидетельствует о необоснованности доводов в части отсутствия полномочий у правительства на установление ограничений и дополнительных обязанностей на военнослужащих. И его ссылку обращающуюся на часть 3 статьи 5 Конституции, что не должны выходить за рамки полномочий. Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства 3 судебные инстанции, рассмотрев по существу исковые требования Куланбекова ГКНБ, отказали в их удовлетворении. Обращающийся за время прохождения военной службы в ГКНБ и занимая руководящие должности непосредственно в правом подразделении, в целях приведения в соответствие всех приводимых в ходатайстве доводов о якобы имеющихся противоречиях в законодательстве, не предпринял действий для их урегулирования. В связи с этим можно отметить, что его доводы сводятся лишь к удовлетворению своих частных потребностей. Внесение поправок в указанное положение в части увольнения по утрате доверия, как и отмечалось в пункте В пункта 2 нашего возражения,
была реализация положения вышеуказанного указа президента по реформе системы правоохранительных органов. Вместе с тем отмечаем, что определенные ограничения для военнослужащих уже предусмотрены в рамках действующего законодательства. Если вкратце перечесть, то это статья 4 Конституции, Закон об органах национальной безопасности, статьи 17-18, Закон о всеобщей воинской обязанности, статьи 24-31, Закон о статусе военнослужащих, статьи 7 и 24, Закон о защите госсекретов, статья 28, о государственной гражданской службе и муниципальной службе, статья 22, о противодействии терроризму, статья 44, о противодействии экстремистской деятельности, статьи 14 и 15, и Закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях, статья 7 и другие не менее важные нормативно-правовые акты. Мы при разработке последней редакции пункта 6.1 исходили, за основу брали эти законодательные акты. Так, указанные изменения направлены прежде всего на повышение ответственности и дисциплины военнослужащих ГКНБ, профилактику коррупционных проявлений и иных правонарушений, направлены на конкретизацию дополнения оснований для возможного их увольнения за нарушение ограничений и запретов, предусмотренных законодательством. Если вкратце объяснить, в ходе согласования данного проекта постановления по пункту 6.1, позиция ГКДО и ГША была направлена, чтобы эти основания были направлены только в отношении исключительно ОНБ. Они отказались на себя принимать. Мы предлагали для всех единообразно сделать. Они отказались. Поэтому мы вынуждены были только распространять на органов сотрудников ОНБ, ГКНБ. Так. Учитывая, следует отметить, что в соответствии со статьей 24 Закона о всеобщей воинской обязанности при приеме на военную службу по контракту в другие воинские формирования кандидатам могут предъявляться дополнительные требования, а также учитывая, что кандидатам на службу в ГКНБ предъявляются особые требования, пункт 22 вышеуказанного положения о порядке прохождения по контракту дополнена норма о том, что в ГКНБ не могут быть приняты граждане, ранее уволенные с военной службы по негативным основаниям, к которым в том числе относится утрата доверия. И 106 пункт дисциплинарного устава в части неполного соответствия занимаемой должности. Так, в отношении пункта абзаца 3 пункта 91 дисциплинарного устава. Так, суды осуществляют свое исключительное правомочие по разрешению правового конфликта. В процессе разрешения по существу конкретного дела восстанавливают нарушенное благо одной стороны и защищает от возможного необоснованного нарушения или ограничения блага другой стороны, независимо от того, какую роль они играют в этом конфликте. И в рамках гражданского судопроизводства вопрос применения требований нормативно-правовых актов был непосредственно связан с истечением 10-дневного срока на обжалование наложенного дисциплинарного взыскания. И в частности, согласно пунктам 89, 91, 98 дисциплинарного устава, сроки исковой давности должны начинаться с даты, когда командиру стало известно о совершенном проступке, то есть по итогам служебного расследования. В данном случае у нас заключение было утверждено 11 января 2017 года. А взыскание приводится в исполнение, как правило, немедленно и в исключительных случаях не позднее месяца со дня его наложения. По сведениям Главного управления кадров ГКНБ, Куламбек Улу прибыл в управление кадров 24 января 2017 года, согласно утвержденному распорядку дня. А 26 января был вызван для ознакомления с представлением об увольнении и расчетом выслуги лет. Однако он отказался от подписи об ознакомлении, о чем и были произведены отметки в отказе. Это в личном деле есть. Судьями обозревалось это. Право на обжалование в течение 10 суток, предусмотренное вышеуказанной нормой, никоим образом не ограничивал его такого права, начиная с даты принятия приказа от 27 января об увольнении, с которым он был ознакомлен только 6 февраля.
Следует учесть, что Кломбекулу 24 января 2017 года был ознакомлен с заключением служебного расследования от 11 января, то есть он знал о предстоящем увольнении. Более того, он в ходатайстве, которое в Конституционную палату подано, отмечает, что он 30 января обращался с заявлением в ГКНБ о предоставлении заверенных копий приказа об увольнении и других документов. Указанные обстоятельства лишь указывают о преднамеренном характере обращающегося и введении в заблуждение судей Конституционной палаты Верховного суда, так как значение исковой давности проявляется также в недопустимости злоупотребления лицом правом на судебную защиту, поэтому проверка пропуска сроков исковой давности осуществляется самим судом, и только суд может выяснить причины пропуска и возможность восстановления сроков, если он признает их уважительными. Так, Верховный суд в своем постановлении от 11 января 2018 года в 2018 года в мотивировочной части отмечает правильность выводов судов первой и второй инстанции в части отказа в удовлетворении иска Кломбекулу, так как увольнение истца было произведено ответчиком законно и обоснованно, и что истцом был пропущен 10-дневный срок обращения в суд. Если дословно, то там отмечается так: в силу пункта 6 статьи 201 ГПК, в случае отказа в иске в связи с признанием пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд, в мотивировочной части решения суда указывается только на установление судом данных обстоятельств. И как мы отмечали, что процедура применения дисциплинарного взыскания регулируется дисциплинарным уставом от 1998 года. Поэтому необоснованны доводы о сопоставимости норм дисциплинарного устава с требованиями статьи 414 Трудового кодекса, на который ссылается обращающийся, двухмесячный срок на обжалование. Так как согласно части 6 статьи 6 указанного кодекса норма трудового законодательства не распространяется на военнослужащих при исполнении ими военных обязанностей. При этом, согласно части 3 статьи 5 Закона о всеобщей воинской обязанности, предусмотрено, что военнослужащий может проходить военную службу не на воинских должностях, в случаях нахождения в распоряжении командира или начальника, которое также отражено в пункте 5 упомянутого положения. Логическое продолжение указанных норм вытекает, что согласно пункту 74 положения о порядке прохождения по контракту, офицеры, состоящие в распоряжении, обязаны ежедневно являться в войсковую часть, в которой состоят в списках личного состава, согласно утвержденному распорядку дня или регламенту служебного времени. Данным военнослужащим разрешение на выход из расположения части в служебное время предоставляется решением командира. А согласно абзацу 8 части 1 статьи 27 Закона о всеобщей воинской обязанности военной службы, также, в том числе в случае нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня или служебного времени, или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью. Тем самым правоотношения по увольнению военнослужащих с военной службы относятся не к трудовым, а к военно-административным, то есть специфическим отношениям, потому регулируется не нормами трудового законодательства, а законами и другими НПА, определяющими порядок прохождения военной службы и статуса военнослужащих. В этой связи нормы Трудового кодекса не могут быть применимы к процедуре увольнения граждан с военной службы. И в этой связи требования абзаца 3 пункта 91 не противоречат частям 2 и 3 статьи 16, статье 20, статье 40. Вместе с тем хотелось бы отметить, что по поводу обжалования, да, действительно 10 суток, конкретики нет, в какой орган обращаться. Но вместе с тем абзац 6 статьи 22 Закона о статусе военнослужащих гласит, что установлено, что в спорном случае военнослужащий имеет право обращения для рассмотрения дела в суд. То есть мы можем здесь апеллировать, что он имел право в течение этих 10 суток обжаловать и в судебном порядке. Просто здесь, как я выше сказал, он по срокам тянул время. Об этих процессах в личном деле все отражено. Есть акты, записи, и его записи личные, что он отказывается, до сих пор трудовую книжку не взял.
Хотя точка была поставлена Верховным судом в начале 2018 года. Вот он, не знаю, на что надеяться. И в этой связи прошу признать не противоречащим Конституции требования, изложенные со стороны обращающихся.